Эфир телеканала продолжает брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Добрый день, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, о эпидобстановке на сегодняшний день в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора зарегистрировано 97 новых случаев коронавирусной инфекции. Если в столице нашей республики зарегистрировано 52 случая, то в районах республики отмечается увеличение количества случаев по территориям в ряде районов республики. Так, 6 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе, по 5 случаев зарегистрировано в Мирнинском, Вилюйском районе, в Ленском, Амгинском и Жиганском по 3 случая, по 2 случая зарегистрировано в Мегино-Кангаласском, Нербинском, Усялданском, Хангаласском, Чурапчинском и Вено-Бытовском, и по 1 случаю, по данным Управления Роспотребнадзора, зарегистрировано в Алданском, Верхнеколымском, Верхоянском, Горном Намском, Алекминском, Оленёкском и Сунтарском. На настоящий момент чистыми от новой коронавирусной инфекции являются 3 района республики, к которым относятся Среднеколымский, Анабарский и Алайховский. С учетом того, что данные районы являются северными районами республики, обращаем внимание оперативных штабов на местах о необходимости строгого соблюдения въездного контроля в данные районы и усиления вакцинации. Хотя необходимо отметить, что именно в этих районах вакцинация идет достаточно хорошими темпами. Подобного рода районы, соответственно, должны появляться у нас постепенно в целом по всей республике, потому что мы совместными усилиями, все вместе с гражданами действительно достаточно много сделали для того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Необходимо обратить внимание, что особую сложность сегодня представляют районы, в которые приезжают работать непосредственно на въездные наши группы. Поэтому сегодня решением оперативного штаба еще раз будет обращено внимание на усиление работы Министерства промышленности республики по приезду непосредственно граждан, работающих как по линии непосредственно строительства наших объектов, так и на добычных предприятиях. Усиление контроля за прибытием вахтовых работников, и сезонных работников, которые работают на территории республики. Продолжают работать лаборатории управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения республики. За сутки проведено 1195 исследований. Всего за весь период пандемии с начала марта 2020 года обработано 1 216 374 теста. Уважаемые жители республики, в целом в республике продолжается непосредственно вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что темпы вакцинации на прошлой неделе были достаточно высокими. Нам во многом удалось превысить темпы вакцинации, которые были за неделю ранее. Однако необходимо обратить внимание на следующий момент. На настоящий момент в городе Якутске на вакцину «Спутник» осуществляется запись, при которой и, соответственно, граждане на вакцину «Спутник» будут приглашены дополнительно. В свободном доступе во всех поликлиниках города есть соответствующая «Пивак Корона». По мере поступления вакцины «Спутник», соответственно, будет и извещено, граждане будут извещены, каждый по месту записи и в целом средствах массовой информации. В ряде районов республики у нас практически в полном объеме закончилась вакцина. При ее поступлении, соответственно, она туда будет направлена. Необходимо обратить внимание, что в целом непосредственно в районах республики есть как «Спутник», так и «Пивак Корона». И, соответственно, учреждениям здравоохранения дана установка в случае, если обращаются в поликлинику, и граждане могут обратиться в поликлинику в районе, в случае, если они находятся в отпуске или же по каким-то иным образом для какой-то иной цели прибыли в район для того, чтобы получить любую из доступных в этом медицинском учреждении вакцину. Либо «Спутник», либо «Пивак Корона». Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы продолжаем.
В эфире новости, в студии Кристина Якупова. В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. Задействовано более 2500 человек. Минвостокразвития страны разделила Дальний Восток на 4 экономические территории. Завершился чемпионат Европы по футболу. Как Санкт-Петербург встречал гостей. 4 районам Якутии, где бушуют лесные пожары рядом с населенными пунктами, дано поручение убрать сухости и бесхозные сооружения, которые могут представлять опасность для распространения огня. Об этом сегодня сообщил первый зампред правительства Дмитрий Садовников во время брифинга по лесопожарной обстановке. Так, на сегодня, по данным регионального оперштаба, действует 308 пожаров. Тушатся 79. За прошедшие сутки было ликвидировано 18 пожаров, обнаружено 21. Всего в борьбе с огнем задействовано 2701 человек и 323 единицы спецтехники. Также на борьбу с лесными пожарами на территорию Якутии прибыли 810 огнеборцев из других регионов страны. В зоне контроля в пределах 10 километров есть 13 населенных пунктов, из них 4 – это ближайшие населенные пункты, в которых действует пожар в пределах 5 километров. Это в Горном районе, Верхневилюйском, Усть-Майском и Усалданском. В Верхневилюйском – это село Балаганнах, в Горном – Дикимдя, в Усть-Майском – это Эльдикан и в Усалданском – Берия. Дано указание, чтобы были вырублены сухостои, ближайший лес в пределах расстояния, которым указывается качественное нарушение со стороны надзорных органов, ну и строения, которые представляют тоже угрозу и остаются бесхозными. Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа на 4 экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Об этом сообщил глава Минвостокразвития страны Алексей Чекунков. В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край. К приграничной провинции ведомство отнесло Еврейскую автономную область, Амурскую область, Хабаровский край и Приморье. Третья территория островная, в нее включается Сахалин и Камчатка. К северной провинции Минвостокразвития отнесло Якутию, Магаданскую область и Чукотку. В этих регионах с вечной мерзлотой, экстремальными погодными условиями, низкой плотностью населения и проблемой северного завоза будут применяться геопривязочные решения с учетом северно-арктической и заполярной специфики, подчеркнул Чекунков. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 провели работу в Нюрбинском районе. В микрорайоне Убаян вакцину получили 20 человек, в городском парке 24. Все получившие прививку Эпивак Корона автоматически стали участниками акции, и по истечении 42 дней с момента получения первого компонента им будет производиться бесплатный забор на антитела. План вакцинации взрослого населения составляет 9075 человек. Вакцинированы первым компонентом 5068 человек, вторым компонентом 4320 человек. Также вчера стартовала акция «Вакцинируемся всей семьей». Все вчера получившие вакцину Эпивак Корона автоматически стали участниками акции. То есть по истечении 42 дней с момента получения компонента им могут производиться бесплатный забор на антитела. И могут также предоставляться им скидка 10% на все виды платных медицинских осмотров. Приемные комиссии средних учебных заведений продолжают набор студентов на следующий учебный год. Ответственная кампания стартовала 18 июня. Количество выделенных бюджетных мест в этом году составляет 6362. Из них больше 3000 мест направлено абитуриентам после окончания 9 классов. Это на 100 мест больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день поступило более 5000 заявлений. Для того, чтобы стать студентом СУЗов, большое значение имеют итоги аттестата. Кроме того, по некоторым специальностям абитуриент проходит вступительные испытания в виде тестирования. В СУЗах республики набор студентов продолжится до 25 августа.
Есть профессии, которые пользуются наибольшим спросом, есть профессии, которые пока что ждут своих абитуриентов. Так, например, можно выделить на сегодняшний день на базе 9 класса наибольший конкурс на профессии повар-кондитер, на профессии мастер по ремонту и обслуживанию детей. Здесь следует отметить высокую работу, профориентационную работу данных учреждений базовых. Да. Есть учреждения, которые пока что не имеют заявлений, например, по таким направлениям, как электромонтер, сварщик, да, как ни странно. Но в основном это тот контингент, который в первую очередь себя пытается попробовать на базе высших образовательных учреждений. А если там не получается, они решаются сперва подготовиться на уровне среднего профобразования. В Алекминске врачи проводят операции по удалению катаракты. В январе этого года там открыли филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Это позволило планово организовать работу, столь востребованную населением. Завершается работа группы врачей-офтальмологов в Алекминске. В течение 2 дней врачи-хирурги проводили операции по удалению катаракты. Цель наша – провести операции по поводу катаракты. Здесь более 50 человек у нас было отобрано. Завтра и послезавтра будем проводить операции. Предварительно была проведена работа с населением, составлены списки. Действительно, у нас за месяц проводилась отбор пациентов, подготовка пациентов, которые у нас состоят на диспансерном наблюдении по поводу заболевания катаракта. Заранее всех обзванивали, приглашали, анализы сдавали, готовились. Такие выезды не редкость и практикуются в течение ряда лет. В этом году одно отличие – плановость в связи с открытием филиала. С 1 января 2021 года Алекминская центральная районная больница стала филиалом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. И такая выездная работа врачей, офтальмологов, хирургов у нас уже практикуется. Для пациентов плюс операция без выезда в Якутск. Обращались-то не так давно. Сказали, что ехать в Якутск. Но он не поехал, и ждали мы здесь, пока они приедут. Для нас-то удобно, потому что они никуда не ездят. И что приехали, для нас это хорошо. Не только экономия средств, что немаловажно, само состояние потенциального пациента на месте спокойнее. Летом жара, духота, по 10-12 часов на ракете пожилому человеку очень трудно. И все равно там вдалеке от дома они очень волнуются. И как показала практика по предыдущим годам, да, когда бригада приезжает и отрабатывает на месте, они очень легко переносят оперативное лечение. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Итоги игр «Манчары-2021» подвели в Горном районе. С 6 июля спортсмены со всей республики состязались по 11 видам. Борьбе хапсагай, гиревому спорту, масс-рестлингу, легкой атлетике, якутским прыжкам, национальному многоборью, северному многоборью, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, конным скачкам и настольным играм. Всего в соревнованиях приняли участие 1568 спортсменов из 40 команд. Был разыгран 191 комплект медалей. В ходе спартакиады установлены 4 рекорда Якутии. В 2025 году игры «Манчары» пройдут в Таттинском районе. 21-я спартакиада по национальным видам спорта игры «Манчары» вызвала огромный интерес не только у жителей нашей республики, но и далеко за ее пределами. Причем все больше интерес спортивные мероприятия стали вызывать у молодого поколения. Так, на играх побывал спортивный блогер из Москвы Виктор Кравченко, который ведет популярный YouTube-канал «Площадка». Он поделился своими впечатлениями об играх «Манчары» с подписчиками. Слушайте, я был в Ленске 4 года назад и узнал про Исах, да, ваш Новый год. Вот, и увидел там хапсагай. Там же тоже занимаются, да, разными, немножко другие. Камень перетягивают. Вот. А год назад я узнал, что существует такая вещь, как «Манчары». И год назад я себе пообещал, что я окажусь здесь вообще прям при любых обстоятельствах. Я надеялся, уже к этому моменту пандемия закончится. Вот, но я очень рад здесь оказаться. Я не знаю, сколько некоторым видам спорта лет, как нарты, прыжки там, или метание топора, мне кажется, лет 400-500, не представляю. И как вы это донесли до 2021 года, для меня тоже загадка. Самое интересное, как это все до сих пор существует.
На чем это все держится? Ну, видимо, правительство поддерживает, наверное. Вот это для меня самое интересное, наверное. Что это до сих пор существует, и столько людей в этом во всем участвует. Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу. В серии послематчевых пенальти итальянцы обыграли команду Англии. Встреча прошла на стадионе Уэмбли в Лондоне в присутствии более 67 тысяч зрителей. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу. У итальянцев отличился признанный лучшим игроком матча Леонардо Бонуччи. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3-2. Традиционный праздник спорта из-за пандемии перенесли с прошлого года на этот, но цифры в названии решили не менять. Матчи принимали 11 городов в разных странах. В России игры своими глазами на стадионе «Газпром-Арена» можно было посмотреть в Санкт-Петербурге. Как северная столица встречала гостей, узнаем у Максима Кардозу. Вот так преображались 3 фан-зоны Петербурга во время знаковых встреч. Про социальную дистанцию, конечно, тут трудно говорить, но болельщики действительно в масках. У них проверяли температуру, а на территории установлены санитайзеры. Несмотря на ограничения, в связи с пандемией, неплохо праздник спорта, я считаю, удался. Были туристы из разных стран, довольно-таки большое количество. Не так, конечно, как на чемпионате мира в 2018 году, но все же, да, у нас город проснулся после пандемии, абсолютно точно. В Санкт-Петербурге состоялось 7 игр. По данным организаторов, в северную столицу приехали 22 тысячи иностранных болельщиков. И все они создали непередаваемую атмосферу. Вот так шведы развлекались перед матчем. А это уже целый флешмоб от польских болельщиков прямо в метро. А так бельгийцы отмечали победу над Россией. Помогали болельщикам волонтеры. Тысячи добровольцев со всей страны приехали в Петербург, чтобы стать частью Евро-2020. Среди них оказалась и якутянка Лейла Алексеева. Еще год назад она оставила заявку в оргкомитете, прошла конкурс обучения и стала координатором группы волонтеров. Я не ожидала, на самом деле, что будет настолько весело. Вообще я далека от футбола, но вот эта футбольная атмосфера во время матчей, вот эта сплоченность во время матчей с Россией, вот это единство, которое создавалось на наших зонах, очень приятно удивляет. Волонтеры должны знать ответы на все вопросы и всегда протягивать руку помощи, даже в самых необычных ситуациях. Один гость футбольной деревни хочет сделать предложение своей девушке после матча. И в итоге нужно было договариваться с режиссером, как-то устраивать, чтобы он сделал это предложение. Это самое, что, наверное, больше всего запомнилось. Вот, очень мило было. Праздник футбола подошел к концу, но этот необычный чемпионат Европы Санкт-Петербург будет вспоминать еще долго. Максим Кардозу, Джур Березкин, Санкт-Петербург. К этому часу вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.